1. Я учусь в первой школе во 2 классе. В свободное время я люблю читать. В этом году я занял 1 место в школьном конкурсе. Почему я выбрал этот стих? В этом стихотворении мне нравится кораблик. Он очень, хотя он бумажный, но он очень славный. И название у него славное — «Книга». Мне нравится, что он увезет меня в дальние страны, где щедро откроет сокровища знаний. И еще мне нравится, что я в этом кораблике командор. Я могу всех забрать, кто любит приключения. Андрей Сметанин. Бумажный кораблик по имени Книга. Бумажный кораблик по имени Книга не хуже корвета, фрегата и брига. Меня увлечет в океане мечтаний, где щедро откроет сокровища знаний. Готова нести меня в дальние страны рассказы и сказки, стихи и романы. Страниц паруса наполняются бризом историй талантливых полных сюрпризов. А я, командор экспедиции чтения, поплыли со мною искать приключения. В свободное время я люблю читать книги писателей Носова и Кирилла Булычева. В этом году я участвовал в всемирном конкурсе чтецов 70-летия Победы. Я выбрал это стихотворение не потому, что я хотела, чтобы все люди поняли, как было трудно детям во время войны, как страшно бояться артобстрелов, чтобы люди поняли это, и войны больше не было. Андрей Молчанов, Тихвин, 14 октября 1941 год. Они были уже далеко от блокады, возимые в тыл ленинградские дети. Где-то там, позади, от обстрелов раскаты, вой сирен, стук зениток в прожекторном свете, надоевшие бомбоубежищ подвалы, затемненных домов, неживые громады. Шепот мам на тревожном перроне вокзала: будет все хорошо, и бояться не надо. А потом путь по Ладоге штормом объятый, волны словно таран били баржи со сгона. Наконец твердый берег уже за блокадой, и опять пересадка, и снова вагон. Они были уже далеко от блокады, но спокойнее дышалось спасаемым детям. И стучали колеса: бояться не надо, бояться не надо. Мы едем, мы едем. Поезд встал, отдуваясь на станции Тихвин. Паровоз уцепился, поехал пить воду. Все вокруг, как во сне, было мирно, тихим. Только вдруг крик протяжный за окнами: воздух! Что случилось? На лед выходите быстрее! Как на лед? Мы ж далеко от фронта. Водить детей из вагонов, скорее! А фашист уже груз сыпанулся с ворота. Опять свистевой души детские рвали, словно дом кошмарный тревог круговерти. Но сейчас дети были не в прочном подвале, а совсем беззащитны, открыты для смерти. Взрывы стали стеной, в стороне, за домами. Радость робко прорвалась сквозь страх. Мимо, мимо. И душа вновь припала к надежде, как к маме. Ведь она где-то рядом, не слышно, незримо. А над станцией снова свистит, воет, давит. Бомбы к детям все ближе, не зная пощады. Они рвутся уже прямо в детском составе. Мама, ты говорила, бояться не надо. Есть на Тихвинском кладбище старом, зеленом, место памяти павших героев сражений. Здесь в дни воинской славы склоняются знамена. В минуту молчания салют ружейный. А в другой стороне, в справной братской могиле, погибшие здесь ленинградские дети. И цветы говорят, что о них мы забыли, что мы плачем о них даже в новом столетии. Помолчи возле них, стиснув зубы упрямо, перечтем вновь и вновь скорбный текст обелиска. И почуется вдруг голоса: мама, мама, приезжай, забери нас отсюда, мы близко.